вносят Конституцию Республики Ингушетия и штандарт главы Республики Ингушетия. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Чайка Юрий Яковлевич. Избранный глава Республики Ингушетия Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Уважаемые коллеги, приглашенные гости, мы начинаем работу второй части сегодняшнего заседания парламента Народного собрания Республики Ингушетия. Сегодня к нам на торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы Республики Ингушетия прибыли полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайка Юрий Яковлевич, председатель Народного собрания Республики Дагестан Аскандеров Заур Асеевович, председатель парламента Республики Северной Осетии Алания Тускаев Таймураз Русланович, председатель парламента Чеченской Республики Жамалдаев Шаид Вагаевич, председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусуков Али Тахирович, руководитель администрации главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея Свеженец Владимир Павлович, первый заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Царенов Эрдни Николаевич, заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Суюнов Джанибек Юнусович, а также и другие официальные лица. Коллеги, позвольте мне зачитать текст постановления Народного собрания Республики Ингушетия. Постановление об избрании главы Республики Ингушетия. В соответствии со статьей 23 Федерального закона 21 декабря 2021 года номером 414 ФЗ об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, статьей 67 Конституции Республики Ингушетия и законом Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года номером 6 РЗ о порядке избрания главы Республики Ингушетия, Народное собрание Республики Ингушетия постановляет избрать по итогам тайного голосования Калиматова Махмуд Али Макшариповича на должность главы Республики Ингушетия сроком на 5 лет. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. Направить настоящее постановление для официального опубликования в республиканское средство массовой информации. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Ингушетия при вступлении в должность избранный глава Республики Ингушетия приносит присягу на верность народу Республики Ингушетии. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, прошу вас принести присягу. Я, Калиматов Махмуд Али Макшарипович, вступаю в должность главы Республики Ингушетия
обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Аз калимат Ниаган Макшарипа Мухаммад Эл Галга Республика мягкий держа датводыш дикар ец Галгай Республика Конституция Нислили Лорье Галгайчин Хатхо Сейн Эдехка дикарыш Цанны Качжди Сагие гражданине Бокунжи Паргатужи Лархжи Лорьежи Хал Ишты Галгай Республика Крымзли территориальные Барчел Лорье. Калиматов Махмуд Али Макшарипович вступил в должность главы Республики Ингушетия. Председатель Народного собрания Республики Ингушетия Тумгоев Магомед Умарович в соответствии с указом главы Республики Ингушетия от 16 января 2014 года номер 4 о штандарте главы Республики Ингушетия передает вновь избранному главе Республики Ингушетия штандарт главы Республики Ингушетия. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, от имени депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, всех жителей Республики Ингушетия, сердечно поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Слово предоставляется полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые депутаты Народного собрания. Сегодня из 3 представленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным кандидатур вы избрали руководителя региона. Поздравляю вас, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, с вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Вам оказали высокое доверие президент России и Народное собрание республики. Это значит, что в прошедшие 5 лет ваша работа на посту главы Республики Ингушетия была направлена на эффективное решение целого ряда вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона. Так, индекс промышленного производства вырос со 104% в 2019 году до 117% в 2023 году. Причем данный показатель не только превышает окружные темпы развития по Северо-Кавказскому федеральному округу за 2023 год 106,1%, но и среднероссийские показатели 103,5%. Среднемесячная зарплата работников организации в 2023 году увеличилась почти на 10%. Это самый высокий темп роста с 2019 года. Принят ряд мер по поддержке занятости населения, в результате которых уровень зарегистрированной безработицы в республике существенно снизился. Сокращение безработицы связано в том числе с ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2023 года в республике их насчитывалось 6324, что на 33% больше, чем в 2019 году. Сохраняет устойчивую положительную динамику туристический поток. За 3 года он увеличился почти на треть. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе. Дальнейшей программой действий по-прежнему является указ президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Главная задача – создать возможности для самореализации каждого человека и повысить качество жизни. Для этого у региона есть все возможности. Уверен, ваш богатый управленческий и профессиональный опыт будет способствовать ее достижению.
В своей деятельности вы всегда можете рассчитывать на поддержку, как полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти в округе. Прошу депутатов высшего законодательного органа республики, независимо от ваших политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками главе региона в его ответственной работе. Желаю вам, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, успехов во всех начинаниях на благо республики и нашей великой Родины, России. Еще раз поздравляю вас. Слово предоставляется председателю Народного собрания Республики Дагестан Аскандерову Зауру Асевовичу. Пожалуйста. Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемые друзья, сегодня делегация Республики Дагестан приехала, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою братскую дружбу и уважение к ингушскому народу труженику, достойному своих предков. Здесь живут красивые, замечательные люди. Это и повод для того, чтобы еще раз побывать на вашей гостеприимной земле, увидеть достигнутые результаты, которые добилась Ингушетия за последние годы. Здесь многое сделано, республика поступательно движется вперед. Это результат каждодневного труда всего ингушского народа под руководством главы республики Махмуда Али Макшариповича Калиматова. Ну и, конечно, мы приехали, чтобы поучаствовать в важном для всего ингушского народа политическом событии. Мероприятие по официальному вступлению в должность главы республики. Мне выпала почетная миссия огласить приветствие главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, от имени всего дагестанского народа поздравляю вас с избранием и вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Ваше повторное выдвижение на столь высокий государственный пост убедительно свидетельствует прежде всего о беспрецедентной народной поддержке и, конечно, это очень важно, о высокой оценке руководством страны успехов республики. Благодаря вашим профессиональным, деловым и человеческим качествам, умение выстраивать работу сегодня Ингушетия твердо стоит на пути устойчивого социально-экономического развития. Высокой оценки заслуживает и предпринимаемые вами усилия по повышению уровня открытости региона для туристов, формирования благоприятного инвестиционного климата и дальнейшей модернизации республики. История Дагестана и Ингушетии неразрывное целое. Многие наши обычаи и традиции выражают общность религиозных, культурных, моральных ценностей и духовных устремлениях братских народов, которые веками были рядом и в горе, и в радости. Как добрые соседи поддерживали друг друга, вместе сидели за праздничным столом, вместе мужественно давали отпор врагу. Так было и будет всегда. У нас общее прошлое и общее будущее. Вместе с другими народами Российской Федерации. С большой ответственностью за наше настоящее и будущее республики, решение масштабных задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, вам предстоит продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому и духовному развитию родного края, реализация огромного человеческого потенциала и повышение качества жизни людей. Убежден, что вы добьетесь поставленных целей, потому что ваша плодотворная самоотверженная деятельность – воплощение надежд и чаяния земляков. От всей души желаю вам, дорогой Махмуд Али Макшарипович, крепкого здоровья, успехов, многотрудовой деятельности на благо Ингушетии и Российской Федерации. С глубоким уважением, глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Дорогие друзья, в завершение позвольте выполнить также поручение всех дагестанцев и передать вам пожелания благополучия и новых достижений на благо Республики Ингушетия и нашей великой Родины России. Мира и процветания нашей земле. Слово предоставляется председателю парламента Чеченской Республики Жамалдаеву Шаиду Вагаевичу.
уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый президиум, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, позвольте передать поздравительный адрес главы Чеченской Республики. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, примите поздравления по случаю официального вступления в должность главы Республики Ингушетия. Вы давно и успешно работаете в управленческой команде региона, поэтому ваше переизбрание, вступление в должность главы, продолжение выбранного политического и социально-экономического курса, реализация которого вы осуществляете вместе с народом республики. Перед всеми нами стоит масштабная задача обеспечения наших граждан совершенно нового качества их жизни. Для ее реализации необходима консолидация общества и власти. Мы должны дружно и конструктивно работать над единым результатом. Вызовы требуют новых методов управления. За прошедшие годы вами приложены колоссальные усилия и опыт, знания для эффективного решения задач социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, единства, сплоченности народов, политической стабильности в республике. Сегодня Ингушетия является динамично развивающимся субъектом Российской Федерации, где созданы благоприятные условия для повышения качества жизни населения, привлечения инвестиций, реализации стратегических проектов. Вас по праву можно назвать человеком, чьи жизненные принципы и установки находятся яркое отражение в делах. Убежден, что, опираясь на оказанное высокое доверие, вы будете с таким же достойным результатом последовательно решать глобальные задачи, направленные на динамичное развитие Республики Ингушетия, повышение ее инвестиционной привлекательности и укрепление благосостояния земляков. Желаю жителям республики мира и процветания, вам дальнейших успехов в сложной, многотрудной работе на высоком государственном посту, силы, мудрости, принятия решения, неиссякаемых запасов душевных и физических сил, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и всем вашим близким. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров. حكم خارج شو ده حكم خلوتي صن حكم خرو خل سويتي ودائما ليل ورجليل ده حكم خروات حكم غدا ديز شن سقط شليخ سديز حكم خلوتي ديز وين مستر دقع درج وين مستر يول دوق ولا يتشن أدناك وين شاشة ديك خروار الخيط خروات غدا ديز بيقول هوتشن خواتنا خارجنا فيتي ديز شن سقط شتديش مكش درديش خز أرتخ دل عدد ديز وين تخواتنك خل زاميو سندر وين خز برتح تحني باخ برش خين يدول ديز دالت يا برت كيوت. Слово предоставляется председателю парламента Республики Северная Осетия Алане Тускаеву Таймуразу Руслановичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. Я от имени главы Республики Северная Осетия Алания Миняйла Сергея Ивановича, от имени своих коллег-депутатов парламента Республики Северная Осетия Алания, от себя лично сердечно приветствую всех участников торжественного мероприятия и поздравляю вас, Махмуд Али Макшарипович, с повторным избранием на столь высокий государственный пост. Республика под вашим руководством динамично развивается благодаря слаженной работе органов исполнительной власти, эффективной законотворческой деятельности Народного собрания Ингушетии, качественной работе на уровне местного самоуправления. Мы наблюдаем устойчивые, видимые направления экономического развития и совершенствования отраслей социальной сферы. Ежегодно увеличиваются доходы республиканского бюджета, растут собственные налоговые и неналоговые доходы. Благодаря общесистемным мерам государственной поддержки растут объемы как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. И один из ключевых показателей, характеризующих динамику социально-экономического развития, это инвестиции в экономику и в социальную сферу, они также динамично развиваются. Сегодня
ключевой инструмент развития регионов Российской Федерации, это национальные проекты в Республике Ингушетии, они реализуются, успешно реализуются, строятся новые школы, дошкольные, детские образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу пожелать вам, Махмуд Али Макшарипович, и вашей замечательной команде такого же динамичного процесса развития социально-экономического и сохранения духовности вашего народа. У многонационального народа Российской Федерации очень крепкие объединяющие корни. Это наша общая история, это наша культура, наши духовные ценности, наши уникальные традиции, самобытные традиции. И самое главное, наша общая благодарность нашим отцам, дедам, прадедам, поколению победителей за их подвиги во имя нашей Родины. Так что всем удачи, все задачи, которые перед нами стоят, возможных решений. Так что еще раз благодарность и поздравления Северной Осетии. Слово предоставляется председателю правительства Кабардино-Балкарской республики Мусукову Алию Тагировичу. Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, разрешите от имени главы нашей республики Казбека Валерьевича Кокова, от имени всего народа Кабардино-Балкарии вас поздравить с официальным вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Мы, как добрые соседи, очень радуемся тем достижениям Республики Ингушетия в социально-экономическом развитии, о котором здесь уже не раз говорилось. Единственное, я хочу пожелать Республике Ингушетия мира и процветания, народу благополучия, а вам, Махмуд Али Макшарипович, успехов в достижении тех целей, которые вы ставите на очередной свой срок перед собой и перед своей командой. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея Свеженцу Владимиру Павловичу. Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемые друзья, сегодня яркое знаменательное событие у Ингушетии и всего его народа, переизбрание главы Республики Ингушетия. Сегодня сложно переоценить заслуги республики в целом и всего того, что сделано за пятилетний срок, а самое главное, те преобразования, которые уже видны. И, конечно же, сегодняшнее голосование Народного Совета – это еще раз подтверждение ваших заслуг и всей вашей команды. И огромные слова признательности и благодарности разрешите передать от имени главы Республики Адыгея Мурата Карабеевича Кумпилова и, конечно же, зачитать приветственный адрес. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, поздравляю вас с переизбранием на должность главы Республики Ингушетия. Доверие, оказанное президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, депутатами Народного собрания Республики Ингушетия, в полной мере свидетельствует о высоком признании ваших заслуг и результатов вашей деятельности. Готовности и далее плодотворно работать, добиваться повышения качества жизни людей, продолжать курс позитивных преобразований во всех сферах жизни во имя благополучия Ингушетии и процветания нашей великой России. Уверен, что под вашим руководством, опираясь на объединяющие составляющие жителей Ингушетии, ценности, трудолюбия, солидарности и сплоченности республики и далее будет динамично развиваться, сохраняя и приумножая достигнутое, делая все возможное, чтобы родная земля год от года становилась еще богаче и краше, а каждый человек жил достойно и счастливо. Пусть ваши качества высокопрофессионального, целеустремленного, энергичного государственного деятеля послужат твердой опорой в решении социально-экономических задач, дальнейшим уверенным
дальнейшим уверенным ростом экономики, укрепление добрососедских отношений и всестороннего сотрудничества между Республикой Адыгея и Ингушетией. Желаю вам, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, всей вашей команде больших успехов в проводимой работе, а жителям Республики Ингушетия мира, добра и благополучия. С уважением, глава Республики Адыгея Мурат Карбич Кумпила. Слово предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Калмыкия Царенову Эрдни Николаевичу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. Разрешите огласить приветственный адрес главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, примите мои искренние поздравления с официальным вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Переизбрание – это высокая оценка вашей работы в должности главы республики. За прошедшие годы вы завоевали авторитет не только сильного и эффективного управленца, но также руководителя, который демонстрирует высокие человеческие качества, эффективно решает задачи по развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни людей. Со своей стороны надеюсь на укрепление межрегиональных связей с Республикой Калмыкия. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть осуществляются все ваши надежды и добрые начинания на благо Республики Ингушетия и ее жителей. Глава Калмыкии Бату Хасиков. Слово предоставляет заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Суюнову Джанабеку Юнусовичу. Добрый день, уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Прежде всего хотел бы передать искренние поздравления от многонациональной Карачаево-Черкесской Республики братскому ингушскому народу. Позвольте мне зачитать приветственный адрес от имени главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Борисовича Тимрезова. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, от всей души поздравляю вас с избранием на должность главы Республики Ингушетия. Это знаковое событие не только для вас лично, но и для всего ингушского народа. Ваше переизбрание на должность высшего должностного лица субъекта – это знак высокого доверия нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и жителей Ингушетии. Их выбор символизирует надежды и уверенность в дальнейшем развитии и процветании региона. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, убежден, что под вашим руководством Ингушетия продолжит реализовывать свой потенциал, развивать экономическую и социальную инфраструктуру, а также сохранять уникальную культуру и традиции. Убежден, эти ценности останутся основой для дальнейшего процветания республики. За годы работы в должности главы Республики Ингушетия вы доказали, что обладаете всеми необходимыми личностными и профессиональными качествами, опытом и знаниями, чтобы и впредь успешно направлять Ингушетию к новым достижениям, реализуя поручения главы государства и региональные проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан. Взаимное сотрудничество наших республик всегда было основано на добрососедских отношениях, взаимопонимании и стремлении к совместному развитию. Уверен, братство республик будет только крепнуть. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и удачи в реализации всех ваших планов. Пусть ваше руководство станет залогом стабильности и благополучия для Республики Ингушетия. С уважением, Рашид Борисович Темрезов. Уважаемые депутаты и приглашенные, заседание Народного собрания Республики Ингушетия, посвященное избранию главы Республики Ингушетия и официальному вступлению его в должность, объявляю закрытым. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Ингушетия.